Осень обещает быть жаркой, запланированы выборы в Госдуму и представительные органы власти. Официально старта кампании еще не объявлялось, но тем не менее подготовка уже началась. Обсудим работу общественных наблюдателей прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». В «Республике» их должно быть не менее 7 тысяч. Сегодня наш гость Валерий Аббасов, член общественного штаба по наблюдению за выборами. Валерий Османович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам на программу. Рассказать о работе общественных наблюдателей. 7 тысяч. Как вы оцениваете, насколько это масштабный должен быть набор общественных наблюдателей? Ну, надо признать, что действительно это очень масштабное, количество людей внушительно, но это продиктовано той необходимостью в столь серьезные мероприятия, поскольку у нас на территории участковых избирательных комиссий 3406 участков. Представляете, всех их там обеспечить наблюдателями, это не легкий труд. И с этой точки зрения мы пришли к выводу, что должна быть в каждом участке не менее 2 наблюдателей. Это как от общественной палаты, от нашего штаба. Почему это общественные палаты организованы? Потому что в соответствии с федеральным законодательством именно общественные палаты региональных органов, региональных властей, субъектов Российской Федерации имеют право вот именно набирать наблюдателей, организовать эту работу. А почему не менее 2? Потому что он может устать, может там пообедать, сходить, чтобы они друг друга могли заменить. Но плюс к этому еще может быть и Общественная палата Российской Федерации своих еще наблюдателей выставит, поскольку, знаете, по нашей инициативе на федеральном уровне создано НОМ, это независимый общественный мониторинг, это совместно Общественная палата Российской Федерации, Ассоциация гражданский контроль по защите избирательных прав граждан и Ассоциация юристов Российской Федерации. Вот на базе основной, скажем, руководителей вот руководство этой вот работы на всей территории Российской Федерации вот исходит оттуда. И в каждом регионе эта работа вот так, как говорится, организуется. Но необходимо отметить, что у нас имеется в республике очень большой опыт по этому делам, поскольку мы практически свои были первооткрыватели, каким образом это все надо организовывать. И в моей памяти есть даже цифра 10 тысяч, которую мы организовывали это несколько лет назад, и достаточно успешно, там даже больше, чем 10 тысяч было. Но на участке, конечно, фактически исполняют свои обязанности как наблюдатели, перешли, конечно, ну, чуть меньше, чем 10 тысяч, но они все достаточно достойно работали. Изменились ли требования к кандидатам, кто хочет поработать общественным наблюдателем на выборах? В принципе, нет, есть определенные чуть-чуть изменения законодательства, как они, и мы сделали всякие брошюры, их поведение, и их учить надо сначала, да. Более того, мы хотим в регионах сделать еще представителей, помимо наблюдателей, но то же самое из числа тех наблюдателей, которые будут осуществлять эту работу. Из числа этих наблюдателей мы еще хотим, чтобы были представители общественного штаба, тем, чтобы наиболее оперативно получить всю информацию от конкретного лица. Валерий Османович, мы понимаем, что общественные наблюдатели, их задача сделать сами выборы прозрачными, понятными, честными. Да? Вот как вы доводите эту задачу непосредственно до людей? Дело в том, что вот у нас сейчас общественным штабом определены 12 лекторов, владеющие специальными познаниями области избирательного законодательства. С их помощью мы намерены не менее 7-10 раз собирать этих наблюдателей, вернее, сначала их набирать, а потом их собирать по 100 человек, чтобы их учить, каким образом вся эта работа должна организована. Потому что эти люди должны сами знать, понимать, что такое избирательное законодательство, и сами соблюдать этой нормы. И вместе с тем не давать нарушать другим это. Вот основная задача как раз вот этих лекторов будет заключаться в том, чтобы этих наблюдателей учить. А наблюдателем может записаться любой гражданин Российской Федерации. Они могут обратиться на сайт Общественной палаты, там есть графа, где наблюдатели, уже записываются люди. Любой дееспособный, хоть даже 75-летний, но он лишь бы, что он был дееспособный. И свыше 18 лет, совершеннолетние. И они могут спокойно реализовать свои права, наблюдать за чистотой, за прозрачностью выборов. Вот с апреля как раз начинается обучение. Расскажите поподробнее.
Вот это обучение 5 числа, я уже говорил, да, вот мы в понедельник вот как раз собирались с этим штабом, да, мы пришли к выводу, что все-таки вот это обучение как можно в течение 3 месяцев проводить таким образом, чтобы успеть им дать вот те навыки, которые есть. Вы понимаете, у нас всегда как бы есть такое понятие, да, у нас правами мы всегда как-то идем впереди, чем обязанностями. Мы всегда хотим там как-то реализовать свои права, а выполнять свои обязанности как-то не совсем-то научились, у нас как-то немножко это дело хромает, да. Вот наша задача, чтобы людей научить, чтобы и они и пользовались правами, и свои обязанности выполняли. Вот когда мы сами это научимся делать, и моральное право, имеем право требовать это у всех остальных. А поскольку там будут наблюдатели не только от общественного штаба, общественной палаты, будут наблюдатели от различных кандидатов, партий, ну, у каждого свои интересы. Безусловно, понятно, что там будут и юридическая группа ходить, там мы множество раз это видели, да, каким образом все это делалось. Будут и те люди, которые изначально настроены на конфронтации, им не нужно зафиксировать реальные события, которые происходят на избирательных участках. Им нужна конфронтация, таких людей тоже мы видели, практика показывает, что и такие есть. Но большинство это те люди, которые хотят на самом деле видеть эту прозрачность. И мы постараемся максимально этого сделать с тем, чтобы люди понимали. Есть вот такое конституционно-правовое толкование права. Да? Реализация права одних не может быть достигнута путем нарушения права других. Всем надо подчиняться Его Величеству закону. Валерий Османович, мы знаем, что в Башкортостане проводилась такая практика на площадке общественного пресс-центра. Собирались эксперты, и вот за то время, когда шли сами выборы, этот пресс-центр работал, и там давались в режиме прямого эфира комментарии различные. Вот насколько эффективен такой инструмент? Я вам скажу так, говорят, скромность путь не в куда. Поэтому я, наверное, наберусь наглости и скажу, что автором этой идеи вообще-то являюсь я. И родилась эта идея у нас в Башкортостане. Мы его опробовали у нас в республике и потом уже распространили на всей территории Российской Федерации. Более чем идеального, такого эффективного проекта я во время процесса еще не видел. По каким параметрам вы оцениваете идеальность и эффективность? Дело в том, что день выборов, вот наличие такого пресс-центра и участие туда, приглашение туда всех блогеров, журналистов, да, членов там партий, там, не знаю, там, представителей там, кандидатов и так далее, она дает возможность в одном месте эффективно, своевременно на все происходящее дать там же ответ. Почему? Вот, например, приходит такая информация, что вот в каком-то участке произошло взброс бюллетеней, да? Но это уголовное преступление. Так, начинаешь его проверять. Отправляет тебе фон этого участка. Вот у вас студия сегодня голубого цвета. Мы видим, что участок голубого цвета. Но туда наш представитель приезжает, оказывается, это даже вовсе не этот участок. Там указывается, когда отправляет, это вот фейковые так называемые, да, вот приезжаешь, тут даже фон другой, там участок другой. Но это же занимает очень большое времени. А когда люди все рядом, тогда быстро все эти вопросы можно выяснять. И главный вопрос в следующем. Есть организаторы избирательного процесса в лице избирательных комиссий, это участковые, ТИКи, Центральная избирательная комиссия Республики России и так далее. Да? Основная задача за ними. Они должны своей работой показать людям, как настолько организована эта работа, позволяющая людям прийти свои волеизъявления заявить. Вот в плане, когда собираются все в одном месте, им еще и не мешает никто. А когда в этих избирательных участковых участках появляются десятки журналистов, все камеры, они не знают, кому обратить внимание. Да, вот это такое мешанина и так далее. Безусловно, у каждого, мы даже делали так. Вот, например, собираемся какие-то участки поехать, да, ну, контрольный такой. Сами идем голосовать и заодно приглашаем журналистов. Поехали с нами, посмотрим, что там происходит. Они садятся, едут с нами, сами видят, что там происходит. Ну и доверие к выборам увеличивается, конечно, да. С таким инструментом. А нет ли перекрестных функций с Центральной избирательной комиссией? Вот как осуществляется взаимодействие с ЦИКом?
Знаете, дело в том, что ЦИК-то Российской Федерации, он контроль держит всегда, все ситуации, потому что есть различные структуры, которые информируют, сигналы отправляют, где чего, как происходит. Надо это оперативно разобраться и сразу ответить на этот вопрос. Но граждане должны понимать, что пока ты пишешь туда Москву, пока оттуда придет, это означает, что ты не хочешь разрешения этого вопроса, ты хочешь просто, чтобы эта проблема стала известна всем, что якобы есть проблемы или на самом деле есть проблемы. А если ты хочешь, чтобы его оперативно решить, ты обращаешься именно в тот орган, который его должен решить. А это УИК. Обратиться надо туда, и там надо этот вопрос решить. Но если не решается, есть ТИК, есть ЦИК РБ, пожалуйста, обращайтесь. Но самый главный большой контроль – это люди, это наши граждане, которые должны прийти и голосовать. Вот чем больше людей придет и будет голосовать, и тем меньше спекуляций на предмет того, что у него голос украли. И те, которые говорят, что от моего голоса ничего не зависит, глубоко ошибаются. Зависит, когда их приходит много. Вот тогда и никто и воровать не будет ни у кого голоса. Валерий Исманович, остается несколько минут еще. Вот ваше мнение, какими будут эти выборы, насколько пандемия может повлиять, да, трехдневное голосование, которое было по итогам, ну, по практике прошлого года, по конституционным поправкам. Вот что вы ожидаете и какие риски видите? Ну, пока я так понял, что не решен, что сколько дней будет это продолжаться, 2 дня, 3 дня, или просто единый день голосования останется, как законодательством присмотрено и так далее, да. Но то, что это будет, вот как вы сказали, жарким, это на самом деле так. Потому что, во-первых, дана сигнал на предмет вот прозрачности, на предмет конкретной борьбы между кандидатами и так далее. И мне так кажется, вот и последнее время связано с пандемией и связано вообще общественно-политической такой обстановкой, там люди стали более такими активными. Мне так кажется, мы ожидаем очень такой оживленный такой период нашей жизни. Поживем и увидим, Валерий Османович. Будем работать. Да. Спасибо вам большое. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был Валерий Аббасов. И мы говорили о подготовке общественных наблюдателей к выборам 2021 года. Оставайтесь на БСТ, не переключайтесь.